Чтобы лучше дерево укоренилось, не той же почвой, которую мы выкопали, будем ее там укоренять, а удобрим с помощью чернозема. У нас где-то должен быть, сейчас я найду. Кто сказал, что возиться в саду и огороде можно только в теплую погоду? Точно не Адам Хачубаров. Сажать плодовые деревья в это время года для их семьи стало уже традицией. А как иначе? Ведь чтобы попробовать зимой вкуснейшее варенье из алычи, инжира и яблок, нужно приложить немало усилий, рассказывает Адам. Сегодня семья Хачубаровых сажает гранат и сливу. Я деревья люблю очень сажать и давно их сажаю. В принципе, у меня в саду много разных сортов растет деревьев, но не было. Единственное, каждый раз я пытаюсь на рынке купить крупноплодную сливу, но по итогу, когда она уже вырастает крупноплодная, оказывается как-то не очень крупноплодная. И поэтому сегодня я попробовал еще раз, может быть, в этот раз повезет мне. Еще я приобрел гранат. Вот уже сейчас ситуация такая складывается, климатическая, как я понимаю, что даже гранат у нас приживается. Если Адам Хачубаров опытный садовод, то его племянники только учатся полезному труду на свежем воздухе. Мустафа сегодня самостоятельно сажает первое в своей жизни дерево – сливу. Ассистирует в посадке его сестра София. Мальчик выкапывает грядки, а девочка отвечает за наполнение лейки и поливает саженцы. К слову, на совместную посадку деревьев семью Хачубаровых вдохновило стихотворение Герихана Гагиева, которое выучила София. Бирш, ешься стих аеша, когда егай муса сбещи. Таби раб цукона хач, цунцицана хачи хаш. И да дира цунцицана, фу да дира ценна, тер да дира лепуш долы, мух да дира блоузер болы. Да дира цу бестин хозы, рыды бегап нокрмозы. Хачи зизы, нокри качи, дыдал муса вячи. Цунна хош цинна эшер, моз да дира муса сбещи. Деревья только высадили, а ребятам уже не терпится попробовать на вкус первые плоды. Ведь это результат их работы, а значит, фрукты будут гораздо вкуснее, чем в магазине. Каждый ребенок – маленький исследователь, считает Адам Хачубаров. Все дети стремятся к активной деятельности, и задача взрослых – не дать угаснуть этому стремлению, а наоборот, направить его в нужное русло. Человек, пока он растет, он должен знать цену труду. Он должен понимать, что за всяким результатом стоит определенный труд, что если какие-то усилия не прилагать для достижения каких бы то ни было целей, то этот результат не достигается. Это просто остаются мечтами. И когда человек с вот этим пониманием растет, то он ценит не только через осмысление того, что ты ценишь свой труд, он начинает ценить и труд других людей. Он понимает, что за всем тем, что вокруг нас окружает, рукотворное, что за этим стоят какие-то усилия людей, чей-то труд тяжкий. Любой труд облагораживает, поэтому после посадки деревьев ребята вместе с дядей решили организовать субботник в саду. Нужно обрезать засохшие розы, кустарники, полить начавший созревать инжир. Его, кстати, Адам Хачубаров называет изюминкой своего сада. Мужчина и не думал, что растение приживется в наших климатических условиях. Тем не менее, дерево дает плоды уже несколько лет, а листья инжира вдохновили владельца сада на проведение исторических викторин с племянниками. Ведь именно листья инжира, или как его еще называют дерево фиги, присутствуют в библейских сюжетах. Вот так играющие в семье Хачубаровых совмещают приятное с полезным. Неудивительно, что дети в этой семье так любят выходные на свежем воздухе. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.